Лингвистическая комиссия Народного собрания Гагаузии выявила, что гагаузским языком владеют 14 кандидатов на должности начальников управления исполнительного комитета Гагаузии. 7 человек не владеют им. Гагаузский не знаю, но также все знают, что я обязался выучить гагаузский за 1 год. Команда сюда пришла, конечно, мы изучили все законодательство местное, республиканское. Стоит задача выучить гагаузский язык для того, чтобы разбираться в определенных рабочих процессах, которые, в принципе, сегодня не требуют знания гагаузского языка, так как в любом случае весь документооборот идет на русском языке. Пользуясь случаем, хочу повторить, что мы были уже в научном центре, непосредственно который является частью исполкома, и этот же сам научный центр предлагает специальные программы, в котором даже за кратчайшие сроки люди, не владеющими гагаузским языком, могут изучить азы и пойти дальше на следующие уровни. Кандидаты на пост глав управления Гагаузии вытягивали билеты с 2 заданиями, что предусматривало устный творческий ответ и чтение текста на гагаузском языке. Для подготовки кандидатам предоставлялось 10 минут. Некоторые из них использовали данное время, некоторые тут же отвечали. Участников тестирования оценивали доктора филологических наук, сотрудники научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Маруневич. Председателем лингвистической комиссии является председатель постоянной комиссии Народного собрания Гагаузии по науке, образованию, культуре, языку и культам Дмитрий Монастырлы. 7 человек не владеют гагаузским языком. В уложении отмечено, что гагаузским языком должен владеть башкан, представитель Народного собрания. Да? Но у нас еще есть 2 закона, да, которым мы следуем. Это расширение сферы применения гагаузского языка и последний закон, который был принят в первом чтении в последнем заседании. Да? Эти 2 закона четко прописано, что кандидаты на должность, которые должны входить в состав исполкома, должны владеть гагаузским языком. Кандидат на должность начальника управления культуры Марина Семенова не приняла участие в тестировании лингвистической комиссии, так как, по словам членов комиссии, находится за рубежом, но имеет возможность сделать это позже. Мы будем следовать 43-му пункту положения. Да? Кандидат, который не является, мы уже признаем, как не владеет языком, но она имеет право уже попасть в список следующий с теми, кто не прошел сегодня. На заседании лингвистической комиссии присутствовали спикер и депутаты Народного собрания. Глава законодательного органа Дмитрий Константинов подчеркнул, что по закону все члены исполнительного комитета должны владеть гагаузским языком. Язык всегда должен быть на первом месте, будь то в Народном собрании Гагаузии или исполкоме. Комиссия должна работать по закону. Кто не знает язык, пусть учит. Итоги заседания комиссии по лингвистике будут переданы в комиссию по регламенту. Затем состав исполкома предстоит утвердить на заседании Народного собрания Гагаузии. Светлана Димитрогла, Александр Глеков, Ирина Резунец. Новости ГРТ.